Арктическая часть Якутии пополнится новым горно-промышленным кластером. Соглашение о его строительстве сегодня заключили на полях ВЭФ. Планируется, что новое предприятие даст толчок промышленному и социально-экономическому развитию Устьянского и Верхоянского районов. Фиксируем торжественный момент на фото-видео. Поздравляем еще раз, аплодисменты. На территории двух арктических районов республики планируют освоение месторождений Куларского золоторудного района, золоторудного месторождения Кючус, месторождения олова ручей Терехтях и депутатского оловорудного месторождения. Совокупные балансовые запасы золота составляют 175 тонн, олова – 324 тысячи тонн. Выход на проектную мощность месторождений запланирован в 26-30-х годах. Объем добычи – 10 тонн золота и 5000 тонн олова ежегодно. Общий объем инвестиций в проект составит 235 миллиардов рублей. В планах создать 5111 новых рабочих мест. Торжественное подписание проекта прошло сегодня на полях ВЭФ при участии полпреда президента ДФО Юрия Трутнева. Есть известная легенда о том, что когда Бог пролетал над Якутией, распространяя ценные ресурсы, у него руки замерзли, он все выронил. Но Якутия громадная, и разработка полезных ископаемых сопряжена с большими сложностями в части логистики, в части обеспечения энергетики, доступности месторождений. И сегодняшнее соглашение очень важное. Это новый подход. Результатом будет рост, как говорят профессионалы, добычи, рост налоговых поступлений и рост благосостояния жителей Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. Спасибо. Еще одним итогом сегодняшнего дня ВЭФ можно назвать и тот факт, что туризм в Якутии станет более доступным. Это стало возможным благодаря соглашению региона с Ростуризмом. Туроператор «Интурист» с конца ноября этого года организует для жителей республики субсидируемые чартерные рейсы. А федеральное ведомство компенсирует половину стоимости расходов для того, чтобы перелеты для туристов были дешевле и удобнее. Туроператор формирует комплексный туристический продукт, где продумывает всю маршрутную сетку, делает интересные туристические предложения. И все это можно приобрести будет в 2–2,5 раза дешевле, чем при самостоятельной организации такой поездки за счет наших субсидий туроператорам. Финальным акцентом сегодняшнего дня стала рабочая встреча якутской делегации с зампредом правительства Российской Федерации, министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым. Стороны обсудили вопросы транспортной и промышленной инфраструктуры региона и обозначили дальнейшие планы совместной работы. Петр Васильев, Владимир Павлов, Владивосток.